Жизнерадостный, справедливый, интеллигентный Бексултана Магомедовича Сайнароева вспоминают только добрыми словами. Его нет с нами уже 2 года. Лидер национального движения по реабилитации репрессированных народов, председатель Народного совета Ингушетии. Во многом благодаря ему и его товарищам в июне 1992 года была образована Республика Ингушетия в составе России. Важнейших этапов борьбы за возрождение ингушской государственности в истории ингушского народа, я считаю, это принятие 17 статьи, знаменитой 17 статьи Декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Ингуши, оргкомитет по образованию Ингушской республики. В тот вечер, дело шло глубокой ночью, заседание продолжалось, все-таки мы вынесли вопрос и сказали, что мы просим Верховный Совет принять, поддержать требования ингушского народа об образовании своей государственности. Я на одном дыхании написал эту знаменитую 17-ю статью. Первый доктор юридических наук среди ингушей и чеченцев. Он родился в мае 1938 года. В 1963-м Бексултан Магомедович окончил Всесоюзный юридический институт, а в 1970-м аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском институте советского законодательства. Был доцентом и профессором Грозненского нефтяного института, вел курс советского права. В 1989 году был избран народным судьей Ленинского района в Грозном, прошел все этапы профессионального становления. В жизни случилось так, что среди чеченцев-ингушей я стал первым доктором юридических наук среди моих соплеменников. Ну, дальше, конечно, сейчас докторов наук много, но тем не менее первым быть интересно. Профессор, заслуженный юрист России, академик Международной академии информатизации, награжден орденом за заслуги, медалями за доблестный труд и за заслуги перед судебной системой России. Бексултан Сайнароев вместе со своей семьей последние годы жил в Москве. У него осталось 2 сыновей и 2 дочери, а еще внуки. Я благодарен Всевышнему за возможность иметь такого достойного человека в моей жизни. Дедушка своим примером показал мне, каким должен быть мужчина. Обязанность держать данное слово, физическое и интеллектуальное развитие, умение нести груз ответственности за благополучие близких и дорогих тебе людей. Есть такое выражение, что талантливый человек талантлив во всем. Дедушка был именно таким человеком, потому что любое дело, за которое он брался, он всегда доводил до конца и завершал его на самом высоком уровне. Так в его профессиональной деятельности на государственной службе он достиг юридического Олимпа, став судьей Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Не стало Бексултана Магомедовича 31 января 2022 года. Он ушел, оставив о себе добрую память и славу. Ему было 83 года. Труды и исследования академика, его наследие продолжает жить. Тамара Хшагульгова, Магас 24.